День защитника Отечества – праздник самоотверженного служения Родине, верности воинскому долгу и присяге. В этом году отмечается 75-летний юбилей Ильминской битвы и столетие создания рабоче-крестьянской Красной Армии. На мемориальном комплексе «Журавли над Ильменем» в честь 75-летнего юбилея битвы состоялась торжественная церемония возложения цветов, которая началась с минуты молчания. Битва на озере Ильмень всегда имела особое значение для жителей республики. 23 февраля 1943 года при форсировании озера Ильмень якутские стрелки в составе 4 лыжных бригад 19-й отдельной лыжной бригады были подвергнуты массированным бомбардировкам с воздуха и шквальному пулеметно-минометному огню с противоположного берега, который продолжался весь день. К вечеру 23 февраля 19-я бригада имела до 30% потерь в личном составе. Бои за Ильмень продолжались до 10 марта. Бригада понесла огромные потери и была расформирована. Остатки ее влились в 150-ю стрелковую дивизию, которая прошла весь победный путь до Берлина и штурмовала Рейхстаг. В память о погибших на озере Ильмень прозвучали залпы оружейного салюта. Участники церемонии почтили память павших воинов и возложили цветы к мемориалу «Журавли над Ильменем». Сегодня у нас день памяти, день скорби, день, когда мы вспоминаем наших земляков. Но так сложилось исторически, что этот день совпадает с днем. Раньше это называлось рабоче-крестьянской Красной Армии, потом День Советской Армии. За эти 100 лет по-разному назывался этот праздник, но сегодня это День защитников Отечества. В нашем календаре это, наверное, самый мужской праздник. Праздник мужества, праздник чести, праздник совести. И мне сегодня хочется всех наших, в первую очередь, конечно, мужчин. Мы верим в нашу армию, в наш флот. И сегодня я всем нашим мужчинам, всем нашим защитникам желаю стойкости, мужества, здоровья, благополучия. А ваши женщины, дети, матери, жены всегда будут рядом с вами и всегда поддержат вас в самых ваших лучших делах, в самых лучших начинаниях. Я думаю, что это, наверное, очень символично, когда День памяти совпадает в нем праздника. И сегодня, поздравляя всех с нашим таким замечательным праздником, Днем защитника Отечества, хочу нашей молодежи сказать: ребята, помните тех героев, благодаря которых сегодня мы живем в этом замечательном мире. Одеть форму солдат, которые участвовали в битве на озере Ильмень, окунуться в атмосферу столетней давности горожане могли в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». В день празднования Дня защитника Отечества посетителям показали историческую реконструкцию, провели тематические лекции и бесплатные показы фильмов, посвященные столетию создания Красной Армии. То есть показать, как развивалась армия, какая она была, есть, и то, что она всегда модернизировалась, всегда улучшалась и будет улучшаться. В целом, если на моду посмотреть, то различные виды производителей, они шьют хорошо забытые старые. И это имеет очень большой спрос. Популярными стали после Первой мировой войны наручные часы. А до этого времени наручные часы, они считались чисто женским украшением. И вот именно в окопах этой войны с 14 по 18 самые практичные оказались именно наручные, а не карманные. Ну и вот это как раз-таки в 20-х, 30-х уже годах очень широкую популярность имело. Пальто, посмотрите, вот, что у молодых людей, что у девушек. По сути, те же кителя и шинели. То есть в них проглядывается именно военная стезя. И как бы этого отрицать, по сути, не имеет смысла. Все возвращается к старому. Это определенная закономерность. В истории всегда так. То есть определенными волнами. Гостям представили реконструкцию, участники которой были одеты в униформу военных периодов 1917 по 2014 год. Это не только образцы снаряжения и униформы, но и быта солдат и офицеров Красной, Советской и Российской армии. Наш исторический парк работает ежедневно со вторника по
по воскресенье, выходной понедельник. А вход у нас бесплатный, так что добро пожаловать к нам в исторический парк. Исторический парк – одно из лучших мест, чтобы освежить память о важных датах и вехах прошлого. Здесь сосредоточены воедино все те события, которые мы должны помнить. Сегодня, как и в былые времена, наша российская армия славится своими войнами. У нее славное прошлое и достойное будущее. А будущее нашей российской армии – это сегодняшние мальчишки и девчонки. Уже традиционно в канун 23 февраля среди школ Якутска и его пригорода проходит конкурс «Смотр песни и строя» – праздник для юных армейцев. С этого года немного изменились правила проведения. Основным новшеством стало то, что состав жюри не меняется в зависимости от округа. И теперь школ, участвующих в смотре, стало гораздо больше. На базе Мархинской среднеобразовательной школы номер 2 свое мастерство показали 8 школ Южного района городского округа, от Гагаринского до поселка Маган. Жюри оценивает общую строевую подготовку и слаженное командное исполнение строевой песни. Учитывается все – аккуратность, выправка, четкий шаг. За внешний вид ставится отдельная оценка. На самом деле нет никаких требований к дорогой одежде. Это родители сами самостоятельно выбирают. А вообще можно выбирать, конечно, достаточно бюджетные варианты. Это белоснежная сорочка с галстуком, черные брюки или юбки. Этого достаточно. Жюри, вернее, на красоту, форму внимания не обращает. Главное, чтобы она была единообразная. Во время моей работы директором уже во второй раз проводят окружной смотр в стенах нашей школы. Этот конкурс отличается тем, что пришли большее количество школ. Соответственно, и конкуренция больше, и ответственность нам, как хозяевам, которые проводят это мероприятие. По крайней мере, что касается наших детей, вот Мархинская номер 2, они с большим волнением и ответственностью ждали этого конкурса, конечно. Главная цель конкурса «Песни и строя» – это повышение уровня строевой и физической подготовки и формирование духа коллективизма и ответственности за результат общего дела. В прошлом году, значит, мы проводили только городской, так а округа отдельно сами проводили. Но с этого года мы решили, что во всех округах был единый состав жюри. И с этого года, значит, во всех округах уже начали провести вот этот смотр песни строя. Уже среди 4-5 классов уже выявлены победители, как вы знаете. Первое место взяли ребята с Магана, второе место Мархинская первая школа и третье место, 30-е. Сейчас жюри выявляет лучших по округам. Победители будут представлять свою школу и отстаивать право быть первыми на городском смотре песни и строя, который состоится 28 февраля. Завершился сбор предложений по благоустройству общественных пространств в рамках реализации нового этапа национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». От горожан поступило 35 265 предложений по обустройству более 100 различных общественных пространств. Волеизъявление горожан надо это принимать в первую очередь. Нет ничего нереального, есть только те рамки, которые у нас есть природные, есть те, которые законами установлены. Но, думаю, при правильном подходе, и если нам удастся разбить на этапы, не только за один год пытаться сделать, а на 2 года, если это крупные объекты, то все удастся. Судьба территорий для благоустройства в северной столице будет решена 18 марта, в день выборов президента России. Голосование будет организовано на всех избирательных участках. Так давайте же не только воспользуемся своим конституционным правом и выберем президента России, но и проголосуем за более понравившийся проект благоустройства. Сделаем наш город комфортным и красивым. Состоялся объезд главы Якутска Айсена Николаева по контролю за работой столичных жилищно-коммунальных служб. За один день глава города ознакомился с санитарным состоянием 3 округов. В промышленном округе его маршрут пролегал по улицам 50 лет Советской армии, Бабушкина, Челюскина, Беринга и Коржиновского. Санитарным состоянием округа можно гордиться. Особых замечаний сотрудники промышленного не услышали. Вторым округом стал Гагаринский, а именно улицы Кузьмина, Гагарина и Можайского. Здесь тоже чисто. А вот после осмотра строительного округа, в частности 17-го квартала, улиц Семена Данилова, Космонавтов и улицы Пионерская, у главы города появились вопросы и замечания.
У нас весна приближается, мы должны сейчас работу проводить уже по саночистке очень массово. Видно, что в целом состояние ничего. Конечно, местами есть проблемы, так, в том числе вот здесь, например, в строительном округе, в квартале так, но вместе с тем видно, что достаточно активная работа идет со стороны коммунальщиков. Больших разливов у нас нету. Те наледи, которые образованы, они так оперативно убираются. Есть вопросы, конечно, которые скопились за зимний период, но уверен, что вот в ближайший месяц эти работы будут коммунальными службами проведены и санитарное состояние города будет удовлетворительно. Глава города побывал на территории 10-й школы. Вот уже как несколько лет существует проблема, которую терпеть уже становится опасно для фундамента самой же школы. В 5 метрах от калитки учебного заведения есть колодец, и время от времени он переполняется, и происходит разлив жидкости, которая уходит под здание. Глава поручил профильным службам создать комиссию и наконец-то решить этот вопрос. По школе там, во-первых, должна быть вообще выяснена причина этого разлива, потому что есть два различных мнения. Одно то, что это все-таки сети школы, а второе то, что это сети водоканала. Так? Ну и вот как раз сейчас комиссия вместе с представителями водоканала и наших коммунальных служб отработает, причина будет выяснена, так? Ну и после этого будут уже решения приниматься. Также глава города дал поручение административной комиссии. Совместно с управами округов им предстоит установить владельцев брошенных кузовов. Брошенные кузова должны вывозиться не за бюджет города, а на собственные средства нерадивых хозяев. По кузовам сейчас я дал поручение, чтобы административная комиссия начала проводить работу вместе с управами по выявлению хозяев. В принципе, по кузовам можно хозяев определить. Здесь, конечно, нужно содействие со стороны ГИБДД. Я думаю, что мы здесь понимание найдем. И с тем, чтобы на самом деле не за счет бюджета эти все кузова убирались, а за счет нерадивых хозяев. С соответствующими еще также и штрафами по линии административной комиссии. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А тем, кто все же мусорит, придется платить. Выбор за вами. Отдай свой учет на обслуживание в Бухфинсервис и просто пой. Бухфинсервис – это надежный бухгалтерский аутсорсинг. Занимайтесь бизнесом, а рутину оставьте нам. Бухфинсервис. 8 800 250 31 и 8 800 250 63. Звонок бесплатный. С 27 февраля по 1 марта в спорткомплексе 50 лет Победы пройдет 15-я межрегиональная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. Жилищно-коммунальное хозяйство», на которой будут представлены новые строительные технологии, энерго- и ресурсосбережения, спецтехника, оборудование и материалы. 1 300 000. 3 миллиона. Еще плюс пара миллионов. Только за последний месяц я выполнил госзаказы на эти суммы. Как я это сделал? Я просто обратился в Саха Тендерплан. Ребята молодцы, знают свою работу. Саха Тендерплан поможет вам получить государственный заказ. Звоните 8 800 250 31 и 8 800 250 63. Звонок бесплатный.